Кайомова Ирина Витальевна. Через Е. О, Кайомова. Ирина Витальевна. Угу. Дата рождения. 0202 97. Два 97, да. Ирина Витальевна, ознакомлены с порядком приема и сдачи экзамена? Ну да, смотрела видео. Указания ваши слушаю. Если вы ничего не говорите, еду прямо. Экзамен идет до 5 баллов. 5 баллов набираете, экзамен считается не сдан. При движении, подъезжая к перекрестку заранее, буду говорить, куда мы двигаемся, направо или налево. Если ничего не говорю, значит должны проехать прямо, да? Также буду давать экзаменационные задания, которые вы должны будете выполнять. Если вы задание не расслышали или вам оно непонятно, то вы его должны будете переспросить. За невыполнение задания также начисляются штрафные баллы. Все понятно? Да. Машину настроили? Готовы? Да. Если готовы, можете приступать. На перекрестке повернем направо. Направо. У нас уже запрещающий сигнал светофора. Необходимо будет найти место остановиться. Мы можем на остановку 5 минут. Заодно не успеете. Вперед, да? К сожалению, проезд на запрещающий сигнал светофора это 5 5 баллов, да? Это грубое нарушение. Ваша подпись. У вас будет еще одна попытка. Угу. Сосредоточьтесь, будьте внимательны, пожалуйста. Хорошо. Да. Алло. Да-да-да. Привет, на перекрестке повернем направо.
Кирова? Да-да.
перекрестке повернем направо.
выезде на горочке машину зафиксируем. Мгм. Хорошо, продолжаем движение. Прямо поедем. На перекрестке повернем налево. Снимает сзади. Торопят нас. Лучше не торопиться.
было. Что вы сами себя. Нет, хорошо было. 40 тут.
Сейчас после проезда светофора будет поворот направо на прилегающую территорию. Чуть-чуть подальше. Где знак 60, да? Вот здесь вот. Прямо поедем. Прямо, да? И да, на парковку. Посмотрим, где у нас есть возможность поставить машину на стоянку движением задним ходом. Так. Вот справа, по-моему, да, вот есть место. Вот здесь мы влезем? Нет, здесь Вот мы не сюда влезем. вот, между вот этими двумя машинами. Хорошо. Так, вам нужно, чтобы я посередине прям встала, что ли? Лучше. Хорошо, выезжаем налево. Опять на дорогу, да? Да. По дороге поедем направо. Сейчас у нас будет поворот направо на прилегающую территорию. Здесь, да? Вот да, здесь съезд направо и по парковке поедем сразу налево. Скользко. Да, это же скользко было. С левой стороны вот две машины слева. Угу. Вот эти Вот две. эти две машины, между ними машина с задним ходом на стоянку. Хорошо.
у нас будет выезд на улицу Кира. Солнышко мешает, да. Видите, как солнышко загораживает красный цвет. Первый раз там не видно было. Ладно, как Максим Васильевич, начнем сначала с чистого листа. Сейчас вот ближайший перекресток мы проедем в прямом направлении, а на следующем перекрестке развернемся. Хорошо? Там до сих пор авария, да? Между машинами. Сейчас Здесь припаркуйтесь, как вам удобно. буду своей машиной сейчас еще ее поцарапать. Ноги дрожали, как у ребенка. Всю дорогу пытаюсь. Что ж вы так, Ирина Витальевна? Уверена, хорошо. Но вот есть некоторые моменты, да, когда слишком, наверное, уверена. То есть где-то стоит немножко помедленнее,
поспокойнее, да? Не могу не оценить то, что вы стали отстаивать свое мнение. Спасибо. Этого я не могу не оценить. И несмотря на то, что это мнение противоречило моему, но тем не менее вы начали отстаивать свое. И вы были правы, конечно, в данной ситуации. Знак действует до ближайшего перекрестка, либо до конца населенного пункта, да, либо до снятия ограничений. То есть в данной ситуации, конечно, до следующего перекрестка необходимо было двигаться со скоростью 20 километров. Вы были правы, и то, что вы отстояли, мне это очень понравилось. Я спокойно. Хорошо. Скользко, говорите, было при въезде А я на наехала парковку? на бордюр, Максим Васильевич, скользко было? да? Нет, на бордюр наехали. Это был бордюр, да. Это был бордюр, и вы знаете, при выезде здесь, мы тоже немножко, вот сейчас, когда на Кирова выезжали, тоже задним колесом немножко на бордюр наехали. То есть вот вам стоит оценивать, да, повороты направо, то, что вы очень... Близко. Да, бордюры оцениваете. И также еще хочу заметить то, что мы поворачивали с Сергеляхского шоссе на улицу Лермонтова, где вы озвучили, вы не знаете, да? Вот где мы на круговом перекрестке развернули. Поехали в сторону города. Да, и поехали налево в сторону города. Вы еще вслух озвучили то, что вы не успеете проехать перекресток. К сожалению, я с вами не согласна. Вы успели бы проехать, да, там было достаточно времени. И самое главное, знаете, что горел разрешающий сигнал светофора. Ну, то есть я Перекресток уже был свободен. Я скажу, это не бездействие, я скажу, что вы неправильно оценили дорожную обстановку. Я назову это вот таким вот образом. Неправильно оценили дорожную обстановку. То есть я считаю, что... Понятно, да, вы где? То есть я считаю, что вы могли там вполне успеть проехать, да. То есть светофор еще даже не моргал, когда вы остановились. Он только моргает у нас 3 секунды, да? Еще это время. Да. Я могу завершить маневр. Конечно, конечно. То есть я считаю, что там вы неправильно оценили дорожную обстановку. Максим Васильевич, добавите что-нибудь? Нет, все сказали вроде. Ну вот Вроде... чуть-чуть торопится. Да. Это Да, вот... есть моменты, где вы торопитесь. И вот мне кажется, оттуда вот все ошибки идут. Да, да, ошибки идут оттуда, понимаете, то есть даже вот на парковке, да, вы... Тоже торопились. Да, прямо все так резко, быстро, вот все, вы же никуда не опаздываете, понимаете? Ну, вы говорили, лучше быстрее. Или вы... на стоп. Или вы торопитесь куда-то. Не Да, так торопимся. вот вы куда-то действительно торопитесь с боковым интервалом, понимаете? Я нахожусь здесь, и когда вы едете за рулем, да, то это моя ответственность, понимаете, да? То есть я за вас отвечаю в данный момент. И когда я вижу, что идет несоблюдение бокового интервала, то есть какая-то опасность для движения, если вы заметили, я уже даже у меня было движение дернуть руль, то есть я хотела выкрутить руль, отодвинувшись от этой машины. То есть ваша скорость была для такого интервала большая, высокая, да. Понимаете? И то есть, соответственно, если бы я все-таки коснулась руля, это было бы вмешательство, это было бы 5 баллов. Да, это была бы не сдача. А бордюры у нас сколько баллов, Максим Васильевич, а? Много. Много, да? Может, посмотреть еще скользкая дорога у нас, как она выглядит. По колесам, а там видно же бывает. Так. Вот они, потертости, получается, проходят. Вот они, осколочки, получается, от бордюров. Видите, вот черная натертости. Видите, вот ломается вот так вот. Максим Васильевич, нет. Вот видите, вот еще потертости идут. Вот это вот скользкая дорога. Да. Я надеюсь, что замечания вы Услышите? слышите, учтете. Да, я... Ваша подпись. Я сначала... Вы уже выключите, я хочу тут это... противонезаконное сказать. Да я думала, может быть,
успокоительную таблетку выпить? Меня прям всю как-то это, нервничаю я. Ну, Это я тоже не думаю, опасно. что стоит пить успокоительное. Во-первых, да, успокоительное замедляет ваши реакции, соответственно, не стоит, да. Ну, то есть, аннотации есть, да. То есть вам стоит просто поработать над Поменьше собой, я ехать, думаю. да. По скорости надо все-таки. Я Надо себя заставляла 30. надо над собой поработать, просто чтобы вы сами были спокойны. И потом, понимаете, успокоительное, оно же имеет накопительный эффект. То есть такой таблетки, которую вот сразу вот я выпила, и я спокойна, такой таблетки нет. У меня просто было у нас один раз. Я выпила успокоительное, приехала, и все нормально, отъездила без ошибок почти. Не надо, конечно, потому что я же не буду всю жизнь ездить под таблетками на дороге. Поэтому нет. Я думаю, вам просто стоит над собой поработать. Да, но так ошибок немного же. Ну, ваша ошибка вытекает из того, что вы торопитесь. Тороплюсь. Вот у меня Максим Васильевич постоянно говорит. Все? Подождите, чё, Ваша ошибка